Ну, Слар, всем привет, и Сянемся, это очередной выпуск «Татары пробуют понять», и сегодня татары пробуют понять, какие татарские мультики самые популярные на YouTube. Меня зовут Айнур. Меня зовут Римма. Римма, я подготовил список таких мультиков, которые я сам нашел, вроде все проверил, может, конечно, есть какие-то другие, но вот именно эти занимают первые 5 строчек по количеству просмотров. Твоя задача угадать. У тебя есть 3 вопроса наводящих, которые ты можешь задать, я тебе отвечу. В прошлый раз вам очень понравился выпуск про татарские клипы, самые популярные на YouTube. Теперь вот мы решили сделать то же самое по мультикам. Я сразу дам подсказку. В основном, конечно, это какие-то сказки, которые уже всем известны, да, татарские и не только. И, ну, есть и какие-то вот серийные мультики, да, которые переведены на татарский. Давай начнем с 5-го места. 952 тысячи просмотров. У меня такой вопрос. А в этих мультиках там они все полностью на татарском языке? Да, полностью. Русско-татарском? Нет, только на татарском. Угу. Я хорошо знаю, что есть много мультиков по сказкам Абдулла Алиша. Сходу попало. Вот прям сходу. На 5-м месте именно мультик по его сказке. Осталось угадать, какой. Так. Я к тому, что мне очень нравятся, во-первых, его сказки. Например, «Сертет Масурдек», «Чукмар белян Тухмар», «Кыш белян Каз», как-то они соревнуются, эти мальчики, между собой. И что там еще было? «Кым Кышляряк». Там этот, как будто сабантуй между жителями леса. Это очень прикольно. «Хам Щещакляр Падшасы», по-моему, которому должны эти насекомые вести свои произведения для сохранения меда, по-моему, нектар или что-то такое. Очень мне нравится, но теперь надо выбрать что-то из этого. Я могу дать тебе подсказку, так как ты не задала вопрос и сразу угадала автора. Этот мультик, он связан с частью тела животных. Это мой любимый мультик. Койрыклар. Совершенно верно, супер. Поздравляю, 952 тысячи просмотров, Койрыклар, ссылка будет в описании. 4-е место. 1 миллион и 100 тысяч просмотров. У меня вопрос. Ага. Это тоже из татарской сказки? Нет. То есть это может быть перевод какого-нибудь русского мультика? Да. У меня был друг, который обожал, взрослый человек, который обожал Суперканатлар. А «Собачий патруль» переводили? Может, если бы переводили, мой сын просто был бы счастлив. Но я не знаю. Я видел, что у Шаян ТВ было 3 кота переведенные, еще что-то. Но «Щенячий патруль» — это и не российский мультик. А тут российский переведенный. Российские. Ты же сама сказала, что российский. Да. Да, я так сказала. Давай, последний вопрос. Вряд ли это «Маша и медведь». Это вопрос? Нет, это рассуждение. Что-то, мне кажется, совсем не по-татарски ведет себя Маша в этих мультиках. Ну, Маша вообще, ты знаешь, из-за того, что она в платке, она супер популярна в исламских странах. Ну, вообще по миру понятно, но вот в исламских прям супер популярна. А вот это поведение? Это другой вопрос. Окей, пусть смотрят, что хотят. 3 кота я знаю. Что еще? Вряд ли это «Синий трактор», не дай бог. Я знаю, что переводили фиксиков. Фиксики или Суперканатлар. Давай, выбери один. Как можно фиксики переводить? Ответ, я тебе дам подсказку. У тебя есть правильный ответ среди этих 2, тебе нужно только выбрать. Пусть будет фиксики. Совершенно верно. Фиксилер. Фиксилер. Серия про пульт. И на Ютубе есть 1 миллион и 100 тысяч просмотров. Вообще, вот для меня, как для у которого ребенок татароязычный, это вообще спасение, что есть татарские мультики, серии. Они выложены. Это «Смешариклар», это «Фиксилер». И вот хочется, конечно, побольше. У Шаян ТВ очень много мультиков переводил, но у них, видимо, нету прав или еще чего-то, потому что их и на сайте мало, и нету в публичном доступе. Вот прям боль. Еще когда-то Татарстан закупил огромное количество переводов для советских мультфильмов. Их тоже нет в публичном доступе. Вот, жалко. Третьим... Да. Смешарики, как они по-татарски называются? Смешариклар. Угу. 3-е место. 1 миллион и 300 тысяч просмотров. Поехали. Это из татарской сказки. 100%. Угу. Какие я знаю татарские сказки? Абдулла Алиш? Нет. Значит, остался один вопрос. Да, угадала. И тут... Тут только 2 варианта. Или Шурали, или Сонас. Ну, выбирай. Что, как думаешь, что популярнее? Какой мультик популярней? Точнее, менее популярный, наверное, получается, раз это 3-е место. Шурали? Да, ты права, Шурали.
Я снова угадала. На третьем месте среди татарских мультфильмов на Ютубе «Шурели». Второе место — 10 миллионов просмотров. «Шурели» сколько было? 1,3. То есть 10 раз больше, чем «Шурели»? Да. Так, это из татарской сказки? Нет. Перевод? Нет. Ну, то есть это экранизация какой-то другой сказки, но на татарском языке. Экранизация русской сказки? Да. Все, у тебя вопрос закончился. Я дам тебе подсказку. Вот «Шурели» на ту же букву начинается по совпадению. Не хотел сказать «Колобок». Ты видел эту шикарную теорию, да, что колобок — это из тюркских слов? Ну, кол и бок. И типа слепленная какашка руками. Потому что баб и детка поскребли по сусекам. Ага, а там кроме... Да. Но это еще раз, это просто, ну, как бы такая, я так понимаю, юмористическая теория. Не знаю, если есть у этого научное какое-то обоснование, там, то напишите, если вы знаете. Ну, вот просто как прикол, смешно. Это вот наше, это русское слово? Да. Или уже перевод Нет, на это татарский? тоже перевод на татарский. Балдаиш. Нет. Это сказка 100%, знаешь. Еще название этой сказки похоже на героя из Mortal Kombat, если тебе это как-то поможет. Никак. То есть там есть какой-то еще главный герой. Угу. Нет, это... Ладно, еще одну подсказочку дам. Это название овоща. Шпинат. Это один из самых популярных татарских мультиков — «Шпинат». Кишер, ну там ш где? Ну и нет такой сказки. Шишер. Репа! Репка! Шалкан! Совершенно верно. С такими подсказками, почему мы не на миллион играем? Тебе, наверное, про Mortal Kombat, да, подсказка помогла. Очень! И, наконец, первое место. 24 миллиона просмотров. Просто абсолютный хитяра. 2 раза больше, чем Шалкан, да? Да, 2,5, да. Это по татарской сказке? Да. То есть авторская сказка? Да. 2 вопроса уже. Ага. Габдулла Тухай? Да. Ну, это одна сказка уже была. Так, какие у него какие есть сказки? варианты еще, кроме «Шурели»? Ну, у него есть еще эти сказки. Кежаблян 40, например. Она, кстати, «Кожаблян 40» на 6-м месте в нашем топе. Нет, это не «Кожаблян», это «Буры Хамжиде Кожабяти». Но «Кожаблян 40» тоже популярный мультик. Угу. Что у него еще было? Если по логике «Шурали» или «Суанасы», то «Шурали» у нас уже было наше. «Суанасы». Это был окончательный ответ? Это мой окончательный ответ. И вы выигрываете ничего. Но ответ правильный, потому что первое место «Суанасы», 24 миллиона просмотров. То есть самый популярный татарский мультик на YouTube — это «Суанасы». Представляешь? Это же такой удар для детской психики. То есть «Шурали» не удар? «Шурали» не удар, потому что ребенок не пойдет в лес, там дрова рубить. Ну а «Суанасы», чтобы не пошел купаться. Очевидно же. Ну, не это плавал. опять воспитание через страх. Татарлары, возможно, плохо плавают, еще что-то. Ну, блин. Да, и поэтому не живут там около моря, да? Да. Все деревни у лесов. Ну, вот же есть мнение, что татары почему плохо плавают, потому что Грозный, когда завоевал татарские земли, он запретил татарам селиться у рек. Они жили не у рек и вот начали плохо плавать. И вот родители пугали: вот не ходи, вот этот Суанасы тебя утащит. Ну, хотя мораль сказки о другом, о том, что нельзя воровать, а не купаться. Да, но поймут-то то, что только этот ребенок запомнит, что в воде этот водяная Суанасы, да. Но у нас была речка. Ну и жила ты не при Иване Грозном. Все, разбросали, да, вот эту мысль вообще. И так не собранную. Так, что я хотела сказать. Кроме вот этих вот известных сказок, сейчас появляются очень много авторских мультфильмов. Очень много. Это как минимум 2 студии, которые делают авторские, оригинальные, с собственным сценарием серийные мультфильмы. Это, например, «Балалар», башкирские мультфильмы. И татарские. У нас, кстати, вот 2 мультика, по-моему, с их канала. «Шолкан» и «Койроклар», по-моему, с их канала. Но я могу... Но у них еще есть свои, то есть с собственным сценарием. То есть с каким-то этим «Ябалак», «Хамбашха геройлар», блин. Недавно YouTube увидел такие мультфильмы, как «Харифляр Илинде», про каждую букву. Вот как ты любишь там
как-то вот... Я самая обиженная буква. Вот это там. Как-то вот персонализировать буквы там, как там Адам про себя думает, там, какие у него там, не знаю, травмы или проблемы, эмоции. Вот там тоже у А тоже есть свой какой-то вот вид, там кто-то возмущался, что он вообще одноглазый. Почему он одноглазый, зачем вы его обидели? Это они, по-моему, в последнем новом выпуске искали вообще хвост от буквы Ж. Вот у них как-то вот с нами идет параллельно тема. Типа мы про Ж, они вот хвост ищут для буквы Ж. И там у них в конце еще, что мне нравится, есть песенки. То есть, чтобы ребенок запомнил, чтобы ребенок пел. Ты, наверное, тоже в детстве запоминала эти песенки, там ходил, подпевал. А на татарском это все языке. И это безумно круто. То есть дайте шанс еще. Я запоминал такие песенки. Покемон. Дайте шанс еще вот этим вот новым студиям. Пусть они тоже набирают по 24 миллиона просмотров. Тогда на этом все. Большое спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Напишите в комментариях, угадали ли вы, как Римма, все позиции, которые были, и какие мультики вы бы посоветовали посмотреть на YouTube или на других площадках. Вот напишите в комментариях, у нас будет какой-то, такой небольшой, наверное, список классных татарских мультиков, каналов и студий. Пусть будет большой список. Давайте соберем такую библиотеку. Рахмет, сау булгас. Салямат булгас. Мультиклар хоралас.